Наш эфир начнем с брифинга по дополнительному обеспечению и оснащению участников СВО из Якутии. Предлагаем послушать. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению снаряжением и оснащением участников специальной военной операции от Республики Саха-Якутия. Так, на проведенном Восточном экономическом форуме в городе Владивостоке была организована выставка, где наши производители выставили свою-то продукцию, в том числе и обменялись мнениями для улучшения нашей техники. И в настоящее время в рамках оказания дополнительной помощи военным подразделениям ведется передача техники, это и снегоболотоходов ЯКТ «Сокол» 2 единиц, а также электромотоциклов «Эмират» для морской пехоты, Министерства обороны для выполнения задач специальной военной операции. Также продолжаем работу по сбору и доставке автотехники, гуманитарной помощи, продуктовых наборов и адресных посылок для наших военнослужащих от Республики Саха-Якутия. В целом мероприятие по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции снаряжением и оснащением продолжается. Далее переходим к выпуску новостей. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Отопительный сезон в течение недели начнется во всех районах Якутии. Сейчас котельные полностью заработали в 32 муниципальных образованиях. Пленарное заседание гражданского форума этого года открылось в столице. Приглашенным участником стал Герой России Вячеслав Бочаров. Команды 4 регионов примут участие в финале «Путь воина» в Якутске. Участников ждут 9 испытаний. Расскажем, каких именно. Отопительный сезон стартовал в 32 районах Якутии. План подготовки котельных к старту сезона выполнен на 90%. Завоз топливно-энергетических ресурсов в арктическую навигацию выполнен на 71%. Решение о начале и завершении отопительного сезона принимает муниципальное образование в соответствии с установленными нормативами и погодными условиями. Напомню, при отсутствии отопления в доме первым делом жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или товарищество собственников жилья. В этом году по нововведениям Минэнерго Российской Федерации есть определенные критерии к получению актов и паспортов готовности. То есть это не только просто выполнение сводного плана мероприятий подготовки к прохождению отопительного периода, в том числе и документальная проверка в части разработки и актуализации схем теплоснабжения, фактическое выполнение мероприятий всех связанных с промывкой систем водоснабжения, водоотведения в бюджетных учреждениях, а также МКД. Колл-центры единой диспетчерской службы Минздрава Якутии продолжают улучшать свои сервисы, направленные на удобство жителей региона. Одним из них стал проект «Медицинский помощник» для детей до года и детей-инвалидов. Сервис помогает организовать регулярные осмотры, исследования и вакцинацию, тем самым не пропуская их. Проект значительно экономит время прохождения медосмотра за счет предварительной записи. С начала этого года сервис отправил свыше 13 тысяч уведомлений родителям и законным представителям. Согласно вот этим проектам мы осуществляем уведомление законных представителей о необходимости прохождения профилактических медосмотров годовичков. Это в месяц, в 3 месяца, в 12 месяцев. По детям-инвалидам у нас уведомление тоже идет законных представителей о необходимости прохождения переосвидетельствования, чтобы они успели продлить свою, подтвердить свою инвалидность или, может быть, отменить кому-то, эту инвалидность. В Якутске продолжается гражданский форум. Работа ведется по 5 направлениям: эстафета поколений, многопоколенная семья, роль общественных инициатив в решении социально значимых вопросов и поддержка участников и ветеранов СВО и их семей. Ветераны и жители задавали самые острые вопросы, а представители власти давали прямые ответы. Предложения, требующие доработки, взяли в работу. Особое внимание уделили социальной защите, медицинской и психологической помощи, трудоустройству и поддержке семей ветеранов. Форум стал площадкой для открытого диалога и поиска практических решений. Итоги же будут подведены на пленарном заседании. Гражданский форум
прежде всего, чтобы решать, ставить какие-то вопросы, которые волнуют общество. Цель – это консолидация, чтобы мы, как граждане Российской Федерации, делали все на своем месте здесь, чтобы тыл у нас был крепкий, мы были дружные и делали нашу страну сильной и независимой. Одним из гостей форума стал Герой России Вячеслав Бочаров. Золотую звезду он получил за мужество и самоотверженность при освобождении заложников в сентябре 2004-го в Беслане. После ухода в отставку Вячеслав Алексеевич занялся общественной работой, в том числе по направлению патриотического воспитания. Поэтому с удовольствием принял приглашение посетить Якутскую кадетскую школу-интернат. Почетному гостю провели экскурсию по новому корпусу школы, после чего устроили встречу с кадетами. Вячеслав Алексеевич рассказал о своем карьерном пути военного и ответил на вопросы, связанные со службой в армии и спецподразделении «Вымпел» ФСБ России. Такого прекрасного учебного заведения. Обратно повторный пример – это традиция. Традиция – это уже тот момент, который может служиться краеугольным камнем в процессе воспитания. А воспитание в конечном итоге приносит культуру и духовное становление личности. Все взаимосвязано. Поэтому вот сегодня уже на одной площадке выступал, я говорил, что мы все взрослые, чем бы мы ни занимались, это должны именно целью ставить духовное воспитание гражданина. Остались считанные дни до старта военно-тактического турнира «Путь воина». В Доме правительства сегодня состоялось совещание по урегулированию вопросов организации. Команды из Якутии, Волгоградской области, Хабаровского края и Тюменской области активно готовятся вступить в схватку. Основной площадкой проведения турнира станет Чучур-Мыран. Финалисты будут проходить испытания с GPS-трекером, максимально приближенные к боевым условиям, в том числе по пилотированию дронов. Соревнования начнутся 15 сентября и завершатся 21. Мы, безусловно, уже готовы в полном объеме, поэтому я думаю, что это будет не просто зрелищно, это будет интересно в том числе как с точки зрения патриотического воспитания, так и с точки зрения, знаете, такого определения, кто же ты, гражданин России, да? Насколько ты к этому готов. У ребят, которым 15, 18, 17 лет. С 1 декабря этого года вступают в силу закон, устанавливающий новые правила для операторов беспроцентной рассрочки. Максимальный срок предоставления будет ограничен до 6 месяцев, а уже с 2027 до 4. Штрафы за задолженность не превысят 20% годовых от суммы долга. Отныне операторы не смогут взимать комиссии или требовать переплаты за предоставление услуг. Изменения связаны с ростом рынка и активным внедрением рассрочек крупными компаниями, а также с целью государства обезопасить своих граждан от возможных угроз. Отсутствие законодательных рамок вынуждало людей пользоваться услугами беспроцентного кредита у непроверенных посредников, чья деятельность не подлежала никакому надзору. Во Владивостоке отметили знаменательную дату 80-летия со дня провозглашения независимости Социалистической Республики Вьетнам. Торжественный прием собрал консулов иностранных государств и лидеров национальных диаспор Приморья. Примечательно, что в консульский округ входит и Республика Саха. От Якутии были переданы приветственный адрес и поздравительное письмо. Особое внимание привлекло выступление нового генерального консула. Он подчеркнул готовность к активному сотрудничеству с Якутией. Сегодня замечательное мероприятие, посвященное 80-летию независимости Социалистической Республики Вьетнам. Его провел первый раз вновь назначенный, получивший недавно экзекутуру генеральный консул Вьетнама товарищ Киен. И он в личном общении показал себя таким активным, деятельным человеком. И мы уверены, мы надеемся, что с его помощью мы будем развивать вьетнамско-якутские отношения. И у нас будут реализовываться проекты, которые будут способствовать развитию нашей республики, нашего сотрудничества и в целом давать толчок для развития российско-вьетнамских отношений. В селе Сардах Усть-Алданского района на протяжении 27 лет работает учителем химии, биологии, дважды обладательница премии президента страны Лариса Черкашина. Впервые она получила премию за достижения в педагогической деятельности в 2019 году. И вот спустя 6 лет снова стала победителем. Общий педагогический стаж составляет 37 лет. За это время ученики сельской школы добились невероятных результатов на международных конференциях и олимпиадах. Мои самые большие достижения – это
участие моих учеников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Это Садовников Сережа, мой ученик. Он участвовал в Москве. И Ширяева Кристина, она из Якутии, была приглашена в Республику Башкортостан. В Амге филиал Центра занятости населения провел впервые ярмарку вакансий для женщин района. Данное мероприятие прошло в формате осенней ярмарки продажи с участием граждан, получивших финансовую поддержку от Центра. Каждый из них представил на ярмарке продукцию собственного производства, огорода, товары, ручную работу, сувениры, украшения, кондитерские изделия и многое другое. В Амгинском районе в Центре занятости на сегодня на учете состоят 82 безработных граждан, из них 50% это женщины. Для них Центр намерен создать женский клуб при Центре занятости как добровольное неформальное объединение, созданное с целью развития трудового потенциала женщин. Мы хотим открыть клуб, женский клуб Сардана. Но мы хотим обхватить не только вот наши вот безработных женщин, но и все женское, как бы женскую нашу половину, которая нуждается в помощи. У нас на учете состоят 50% женщин и 50% мужчин. Но сегодня в нашей ярмарке приняли участие женщины, которые воспользовались услугами Центра занятости и открыли свое собственное дело. Спорт без границ. В матче добра сошлись Unified команды по мини-футболу. Это команды, объединяющие здоровых атлетов и спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В товарищеском матче сыграли ученики адаптивного образовательного комплекса, а также школы Якутска и Амгинского района. Дружескими встречами детей готовят к предстоящему ответственному старту. С 15 сентября в Каспийске начнется спартакиада специальной Олимпиады России по Unified мини-футболу. Нас позвали именно матч добра. Впервые это проходит в Махачкале, в городе Каспийске, и мы там приглашены, поэтому мы упорно готовимся туда поехать и участвовать. Во всей республике мы набрали команду с Амгинского коррекционной школы, тоже дети с интеллектуальным нарушением, и нашей адаптивно-образовательный комплекса и СОЖ номер 21. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.